Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как жаль, что нынешнее поколение людей лишены возможности писать друг другу письма и ждать, когда оно дойдет до адресата. И сколько радости от ощущения, что у родного человека все хорошо и весточка наконец дошла. Но треуголки с фронтов Великой Отечественной войны не всегда были весточками счастья. У меня в руках письма фронтовика Остинского парня Дмитрия Никифоровича Схавребова, который любезно передала в дар Музею этнографии и краеведения ЮГУ его племянница, заслуженный журналист Южной Осетии Залина Схавребова. Сегодня Залина Ивановна – гость нашего проекта в студии ЮГУ ТВ. Здравствуйте, Залина Ивановна. Добрый день, я тоже очень рада нашей сегодняшней встрече. Мы знаем, что не только ваш дядя, чьи письма и фото лежат перед нами, но и ваш отец воевал и вернулся с фронтов Великой Отечественной. К сожалению, ваш дядя не вернулся с войны. Все в Южной Осетии знают о уникальной личности и судьбе вашего отца, но сегодня хотелось бы поговорить о его брате Дмитрии. Есть, конечно, люди с удивительно короткими, но яркими судьбами. И за свою короткую жизнь он умер в 21 год. Ему пришлось пережить 2 войны. Он родился в 19 году и, будучи еще младенцем, вместе со своей матерью, был вынужден стать маленьким беженцем. Они бежали от грузинских варваров, которые в 20 году учинили на территории Южной Осетии геноцид, о котором, столетие которого мы отмечаем в этом году и много говорим об этом. И, наверное, это очень уместно и символично, что именно сейчас мне пришлось принести эти фотографии, захотелось передать их в музей. Потому что в 20 году с младенцем Дмитрием на руках моя бабушка бежала через Зикарский перевал. Даже сейчас, в летнюю погоду, Зикарский перевал один из самых коварных и сложных. С группой Аполлона мне посчастливилось переходить этот перевал, и поэтому я даже когда поднималась на перевал, думала о том, как же бабушка без снаряжения, без опыта, без проводников смогла с младенцем на руках смогла преодолеть этот коварный перевал. Даже взрослому человеку с хорошей спортивной подготовкой это все равно, говоря альпинистским языком, это категорийный перевал, то есть он очень сложный. А женщины, ты же представляешь, какая у них была и обувь, и одежда, и они с трудом шли. Она рассказывала, что погибло очень много детей, потому что они были плохо обуты, плохо одеты, что у них не было с собой еды нормальной. Это, естественно, это мероприятие, это переход, вернее, занимал не одни сутки. И поэтому приходилось расставаться с младенцами. Но бабушка спрятала его у себя на груди. Она как-то успокоила, чтобы ребенок не кричал. И вот она его чудом перенесла. И, конечно, это счастье, что он выжил. И для нее это было... Она мне об этом рассказывала с каким-то особым трепетом, что вот она его перенесла, она его уберегла от смерти, сохранила, вырастила. Вы писали о Дмитрии Схавребове в местную газету. Отрадно было узнать, что и он был студентом нашего вуза, тогда Юго-Остинского педагогического института. Потом он закончил Джавскую среднюю школу, они вернулись на пепелище. И когда он стал молодым цветущим юношей, отправила его на учебу в Цхинвал. Вот в этот наш университет, который тогда был пединститутом. И, к сожалению, тут грянула Великая Отечественная война, и студентов тоже забирали, мобилизовали на фронт. И так он оказался на эстонской границе. Вот из его писем, вот в этом как раз письме говорится, вот это письмо он написал с эстонской границы. Вот ты обрати внимание, он пишет о том, что они встали на защиту, что они служат на эстонской границе, и он вместе с земляками
именно на этом рубеже охранял нашу тогда единую родину, Советский Союз, от немецкого вторжения. Да, мне хотелось, чтобы имя его не пропало, чтобы, говоря немного пафосно, что подвиг его бессмертен. Когда писали историю Великой Отечественной войны сразу после войны, то описывали подвиги героев Советского Союза, выдающихся полководцев, выдающихся маршалов. А подвиг рядового солдата, сложившего голову, он описывается только уже вот в наше время. Я заметила такую канву. Только сейчас мы поняли, что человеческая жизнь каждого солдата, независимо от того, погиб он от случайного снаряда, погиб он в госпитале, погиб он на передовой, все равно это была бесценная жизнь какого-то парня, какого-то солдата, которая прервалась. Ведь у него могли быть дети, ведь у него могла быть семья, у него могла быть совершенно другая судьба, если бы он там не сложил голову. И мне кажется, что каждый солдат заслуживает того, чтобы его имя было золотыми буквами вписано в историю. Поэтому мне захотелось некоторые его письма описать. Я написала свою маленькую историю семейную о том, как он жил, кем он был, и опубликовала вместе с фотографией вот на Пискаревском кладбище, когда мой отец, будучи молодым аспирантом, его обнаружил. И потом мне было очень приятно, когда я получила обратную. Наверное, в журналистской работе это одно из самых приятных, когда вы воочию ощущаете обратную связь. И мне был звонок из Пискаревского кладбища, там есть большой музей. Помимо самого кладбища, огромную территорию занимает музей Пискаревского кладбища. И они, видимо, в интернете отслеживали и нашли эту фотографию и попросили меня ее использовать в своем музее. Мне было, конечно, очень приятно, я с радостью согласилась. Сколько ему было лет, когда его забрали на войну? По-моему, 19, я, честно говоря, боюсь ошибиться, но кажется 19. Но на эстонской границе он был ранен, и потом уже его перевели в госпиталь в Ленинград. Вот он лечился в госпитале в Ленинграде, и часть писем у него с эстонской границы, а часть с ленинградской, теперь уже петербургской. Его письма из госпиталя особенно душераздирающие. Он пишет о том, в каких ужасных условиях они оказались, что не хватало продуктов, что не хватало медикаментов, и как один за другим погибали его боевые товарищи, которые призвали вместе с ними из Осетии. Их было 7 друзей, и в одном из писем он пишет о том, что вот он остался последним в живых из этих 7 ребят, которые поддерживали друг с другом контакт. Но, к сожалению, ему не удалось выжить. Он сам тоже погиб, умер в этом госпитале и покоится на Пискаревском кладбище в Петербурге. А как ваша семья, как ваша бабушка узнала о том, что его больше нет? Ну, пришла повестка, как моя бабушка говорила, «Саугахаттам ройстам». И вот эта повестка оповещала о том, что он погиб. Но, к сожалению, в то время ни она, ни ее муж, ни мой дедушка не могли поехать, чтобы похоронить его, чтобы совершить ритуальные обряды в палестинских традициях. И только спустя много лет, когда уже мой отец был младшим значительно него, и мой отец уже когда возмужал, он учился
в Петербурге, в университете, аспирантуре. И только тогда он смог найти его как бы могилу. Вот у меня есть фотографии, мой отец как раз запечатлен рядом с братской могилой. И я тогда еще помню, ребенком спрашивала папу, я говорю, а почему? Я говорю, есть же у Осетии традиция привозить останки погибших. Но папа так погрустнел и сказал, он, говорит, покоился в братской могиле, тогда столько было погибших, что не было возможности их каждого в отдельную могилу. И в настоящее время, вот тут 2 года назад я впервые побывала в Петербурге и нашла, там есть специальная доска, где покоятся представители разных национальных диаспор. И вот там есть каменная плита, где покоятся осетины. И вот. Даже представить тяжело, как переживали родные смерть Дмитрия. Как часто ваша бабушка, его мама, рассказывала о своем сыне? Моя бабушка, как и многие представительницы ее поколения, она была немногословна. Она была вся погружена в себя. Мне это, кстати, очень нравится, эта черта в людях. И когда я была, наверное, примерно вашего возраста, она жила в Джаве, и мне захотелось провести генеральную уборку в доме, чтобы ее чем-то обрадовать. Я ее спальню тщательно убрала, вытерла те места, куда обычно она не залазила, над шкафами, над комодами. Я так посмотрела, у нее, как иконостас, висели фотографии ее сына, ее детей других счастливых, в общем, ее большого семейства. И все эти фотографии, мне показалось, что это очень старомодно. Я убрала и поставила большую вазу с цветами, а фотографии убрала в гардероб. Бабушка моя бедная поднялась, когда вечером уже на 2-й этаж, чтобы лечь спать. Она, вот я как сейчас помню, замерла, сидя на своей кровати и смотрит на это пустое место. И я по-остински скажу с собой, там швеста. Я так несколько растерялась, я ждала похвалу, что меня сейчас похвалят за то, что я такая умница, все убрала. И тогда она меня посадила и рассказала вот эту историю о том, как она ее, что он ее первенец. Что 30 лет назад, я говорю, разве не пришла пора отложить это в историю, забыть это? И она сказала, может быть, ты когда-нибудь сама станешь мамой и поймешь, что дороже ребенка ничего нет, что это был ее сын, которого она спасла младенцем, которого она вырастила, который стал таким красивым и цветущим молодым человеком. И когда она захотела обрадоваться, наконец, его счастью, что именно в тот момент его вырвала смерть, и что она с тех пор носит траур. Она так и умерла, никогда не сняв свое траурный платок. Как часто она перечитывала эти письма? Она меня просила их читать. К сожалению, она сама не могла читать. У нее не было такого, ни зрения ей не позволяло, и она была неграмотна. И почти все письма адресованы его старшей сестре Елизавете Никифоровне. Она, кстати, живет и здравствует в Цхинвале. Она мне именно передала в свое время эти письма, чтобы я их сохранила. Но я, естественно, с ее разрешения их передаю в ваш архив, в ваш музей.
Ну что же, уважаемые телезрители, перед нами встали картины недолгой, но героической жизни не вернувшегося с войны осетинского парня, благодаря воспоминаниям его племянницы Залины Ивановны. Спасибо вам за столь бесценный дар музею ЙОГУ. Пока мы живы, пока мы, потомки славных героев, живем на нашей благословенной земле благодаря подвигу таких, как Дмитрий Схаврелов, память о них будет жить и будет передаваться из поколения в поколение.